На первый взгляд кажется, что здесь половина города, но стоит осмотреться по сторонам, и речь идет о половине мира. Наконец, этот день настал. Стартовал Казань-форум. Для многих представителей жарких мусульманских стран первая возможность приехать в гостеприимную Россию. Пожелание мира сегодня звучит чаще любых других слов. Так, Рустам Минниханов приветствует министра пожертвования и исламских дел Катара Ганема Аль-Ганима. Отношения между Россией и Катаром развиваются очень поступательно. Катар важнейший, надежный партнер России в регионе Ближнего Востока. Ну и мы тоже со своей стороны, как регион, субъект Российской Федерации, активно способствуем укреплению отношений между нашими странами России и Катаром. С этого же приветствия Раис Республики начинает встречу с деловыми женщинами исламского мира. Традиция форума – отдельный трек посвящать их деятельности. В зале представительницы международных женских организаций из 17 стран мира. Рустам Минниханов отмечает, роль женщины в истории нашей цивилизации высока. Сегодня женщины имеют возможность участвовать, представлять успешный бизнес, участвовать в государственном управлении. Я считаю, что это совершенно нормально. Они такие же, как и мы, может быть, более работоспособнее, чем мы. Да, мужики быстро устают. Казань-форум традиционно отличается своей открытостью. Здесь мусульмане и христиане, среди делегатов гости как в деловых европейских костюмах, так и в национальных нарядах и головных уборах, платках, арафатках, колпаках. Наш головной убор предполагает, что по этикету можно не снимать в помещении, поэтому удобно. Над удобством для посетителей серьезно поработали и организаторы. Указатели на 4 языках – русском, английском, татарском и арабском. Для совершения намаза – молельные комнаты. Я счастлив оказаться в Татарстане на таком масштабном мероприятии. Это невероятный опыт для всех участников. Думаю, на примере Татарстана и остальные страны начнут проводить подобные международные форумы. Конечно же, сегодня началась и серьезная деловая программа. В десятках залах Казань-Экспо сессии и круглые столы. Делегаты всего исламского мира сообща обсуждают проблемы, которые этот мир волнует. Например, тема этой сессии – роль ОИС как одного из центров многополярного мира. Организация исламского сотрудничества, крупнейшая после ООН, объединяет весь исламский мир. Это более 40 стран. Как в современных условиях сохранять взаимопонимание, обсуждают дипломаты, представители власти, министры России и стран ОИС. Сильный угнетает слабого, когда существует единственный полюс, единственная ось, которая подчиняет себе весь остальной мир силой. Нужно такую реальность, безусловно, силой же и изменить, опираясь на нашу коллективную волю в России, в мусульманском мире. Если же что-то интересного не прозвучало на сессии или остались дополнительные вопросы, об этом подробно гостей спросят наши коллеги-журналисты. Для этого телеканалом ТНВ прямо на полях форума создана специальная мобильная телестудия для интервью с самыми интересными спикерами тет-а-тет. Здесь мы снимаем гостей форума, непосредственно участников пленарных заседаний, берем открытые интервью, также знакомим, освещаем деятельность одного из крупнейших медиахолдингов республики. Для комфортной работы журналистов агентство Татмедиа организовало международный медиацентр. Десятки рабочих мест с ноутбуками и интернетом, безлимитный Wi-Fi, зона питания и отдыха. Каждые полчаса пресс-конференции с выдающимися экспертами и лидерами мнений. Работа всех дней Казань-форума освещается практически круглосуточно. Казань-форум – это традиционно и небольшая выставка достижений нашей промышленности. Пример – вот этот красавец Аурус, собираемый в Елабуге. На такой машине ездит президент нашей страны, поэтому она известна далеко за пределами России, а здесь ее можно взглядеть вблизи и детальнее.
На выставке представлены достижения промышленности. Среди стендов площадка Донецкой Народной Республики. Информация как о текущих возможностях региона, металлургии, угольной отрасли, машиностроении, так и о перспективах химии, фармацевтики, сельскохозяйстве и станкостроении. На форум приехал глава Денис Пушилин. Он отмечает, форум создает огромные возможности, в том числе и для ДНР. С Татарстаном взаимодействие выстроено гораздо раньше, чем даже Донецкая Народная Республика стала субъектом Российской Федерации и до начала специальной военной операции. Мы чувствовали и поддержку, и помощь и на предыдущих этапах. Также взаимодействие с Сирийской Арабской Республикой. Здесь эти связи выстроены достаточно давно, и эти связи только будут расширяться. Роль Казань-форума в развитии промышленности отметили и на встрече Рустама Минниханова с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Прекрасная возможность для того, чтобы продемонстрировать исламскому миру экономические и инвестиционные возможности России. Наш форум – это возможность обмена опытом и возможность показать какие-то свои достижения. Ну и самое главное, возможность встретиться с друг другом. Доверие за 5 минут не нарабатывается. Для этого нужно встречаться неоднократно. Международные эксперты обсудили вопросы кибербезопасности, меры для достижения цифрового суверенитета. Форум особенно важен для молодых специалистов. Это возможность для установления дружеских связей, налаживания коммуникации и проверки своих способностей. Хочу отметить, что организация мероприятия на высоком уровне. Спасибо за гостеприимство. Понравилось, очень красиво, очень вообще люди очень добрые и такие вот доброжелательные. Мне понравилось, в общем. Надеюсь, это не последний раз. Благодаря форуму участники могут показать свою национальную идентичность, презентовать свои бизнес-идеи, проекты. Это площадка для укрепления не только дружественных, но и деловых связей. Совпадение или нет, но после приезда стольких участников из стольких жарких стран в Казани тоже стало жарче. Тучи рассеиваются, солнце в зените, и это только начало. Впереди не менее 3 дней, не менее жарких дискуссий, обсуждений и соглашений, важных и для России, и для всего исламского мира по традиции. Эта история пишется на полях Казань-форума. Рамиль Шайдуллин, Филатов, ТНВ, Казань.